Она рассчитана на 14 посадочных мест. Здесь созданы все условия для качественной перевозки детей. Таких уникальных машин сегодня получили больше 20 школ. В школу и обратно комфортно и безопасно. Ключи от 50 новых микроавтобусов вручили сегодня директорам образовательных учреждений региона. У нас сегодня два праздника к Новому году. Первый – такую красивую здание Почта России нам подарили, построили. Второй – освободили территорию мечети. Почта России еще ближе. Жители селений Гази-Юрт и Алхасты празднуют открытие новых почтовых отделений. Жизнь, деятельность, творчество Фирузы Гиреевны является воплощением, я думаю, что можно так сказать, целой эпохи истории ингушского народа. Человек слова и дела. Первая женщина, доктор наук ЧА СССР. Памяти Фирузы Оздоевой в НИИ имени Чаха Ахриева посвятили семинар. Тут порядка 300 метров линии пришлось протянуть, установить трансформаторы мощностью 400 киловатт-ампер. Жизненно необходимый ресурс. Как решается проблема отсутствия питьевой воды в селе Аршты, выяснял наш корреспондент. Каждый ученик старается, чтобы класс был лучшим. Готовимся встречать 2020. В школах региона проходят конкурсы праздничного новогоднего оформления. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Полсотни единиц транспорта для региональных школ. Ключи от новых микроавтобусов вручили сегодня директорам образовательных учреждений. Торжественная церемония передачи транспорта состоялась в Магасе на площади Алания. Новые отечественные микроавтобусы марки УАЗ и ГАЗ будут доставлять детей до школы и обратно с комфортом и безопасно. Подробности в материале Ирины Тичоевой. Пожалуй, это лучший новогодний подарок для образовательных учреждений республики. Ровным рядом выстроились новенькие машины марки УАЗ и ГАЗ, которые ждут своих пассажиров. Транспорт школы региона получают в рамках распоряжения правительства России. Родная, своя, отечественная, пожалуй, самой уникальной на этой автостоянке можно назвать вот эту машину. Это УАЗ «Профи», спроектирован на базе УАЗа «Патриот». Она рассчитана на 14 посадочных мест. Здесь созданы все условия для качественной перевозки детей. Таких уникальных машин сегодня получили больше 20 школ. Глава Ингушетии уверен, что теперь школам республики будет легче осуществлять подвоз детей. Махмуд Али Калиматов особое внимание сказал уделить профессионализму водителей, которые не должны забывать, что отвечают за безопасность школьников. Детям будет намного удобнее, намного комфортнее передвигаться на таких прекрасных автомобилях. Я думаю, водители должны быть подобраны. Очень профессиональные, должны быть очень ответственны. Обязательно медицинский осмотр, техническое состояние машин. Вы должны за этим следить, кто за это отвечает. Потому что вы перевозите детей. Сегодня, благодаря постановлению правительства Российской Федерации, у нас идет программа. Вот вчера мы представили нам великолепные машины скорой помощи. Сегодня 50 машин для перевозки детей. Я хочу, чтобы в наших школах дети радовались как приезжая в школу, так и отъезжая от каждой школы своей. И гордились такими автобусами. И вот ключи от долгожданного транспорта глава региона вручает директорам школ. Теперь многие вопросы будет легче решать. Махмуд Али Калиматов лично проверил оснащение транспорта и условия перевозки детей. Они специализируются тем, что здесь острых ничего нет. Видите, она все, углы острые убраны.
Долгожданную машину марки УАЗ получила сегодня средняя школа сельского поселения Новый Редант. Транспорт в школе был просто необходим. 3 года назад мы получали автобус КАВЗ на 34 места. Но у нас была проблема, то, что дети, у нас игровые виды спорта, волейбол, баскетбол, футбол, женский, мужской, республики, призовые места занимают наши дети постоянно, и приходится их вывозить. А чтобы вывести 10-12 детей, автобус на 34 места, он огромный, не очень удобно. Поэтому писали заявку, чтобы нам выделили какой-то транспорт, или УАЗ, или «Газель». Мы, правда, не ожидали этого. Наши дети участвуют во всевозможных научно-практических конференциях, форумах, олимпиадах. И сейчас как раз самый такой момент, когда транспорт непременно нам нужен был. А у вас был транспорт? У нас был транспорт, но, вы знаете, у нас школа большая, и у нас всегда была нехватка. Мы дополнительно должны были еще нанимать транспорт. И это сегодня нас очень обрадовало и очень нам в помощь, вот этот вот транспорт, который мы получили. Дети были довольны, обрадовались этой новости. Хочется сказать слова благодарности. В данное время комфортабельный мир, دشت يعني حزقورني ماشي دواج فيجي حد يعني والناس تدعوا حوادي بيرش أحتمي شاخ. Здесь еще не так. ده عندها استطاع مشينا مسخن خل والله ورياس. Автотранспорт 50 руководителей образовательных организаций. Транспорта к нам пришло 21 единица, это марки УАЗ, и 29 единиц марки ГАЗ. Многие учреждения нуждались в этом транспорте, потому что полноценно осуществить подвоз не получалось. Естественно, количество транспорта не соответствует количеству детей, которые обучаются, поэтому для каждого учреждения это большое подспорье, это для родителей большое подспорье. После торжественной церемонии вручения ключей микроавтобусы отправляются по своим обязанностям. Знакомство с новым транспортом предстоит и школьникам, которым и создаются такие прекрасные условия. Лена Сычуева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В этом году выплаты по программе «Земский доктор» в Ингушетии предусмотрены для 25 врачей в возрасте до 35 лет, переехавших на работу в сельскую местность. Как отметили в региональном Минздраве, выделенные деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Отработать на селе медицинским специалистам необходимо не менее 5 лет. Напомню, в 2013 году в Ингушетии впервые начала работать программа «Земский доктор» для поддержки молодых медицинских специалистов, их трудоустройства, привлечения и закрепления в медицинских учреждениях сельской местности республики. Отсутствие очередей, больше возможностей связи, плюс современные технологии. Почта России расширяет горизонты услуг и увеличивает количество отделений. Всецело пользоваться услугами Почты России в удобных, современных и полностью оборудованных помещениях отныне смогут и жители сельских поселений Гази-Юрт и Алхасты. Сразу 2 новых почтовых отделения открылись сегодня. Церемония открытия состоялась в присутствии почетных гостей. Подробности в материале Жаридат Халухоевой. Отделение почтовой связи 21 века официально открыто, соответственно, готово принять своих первых посетителей. Впрочем, гости сегодня пришли самые высокие. Среди них и директор макрорегиона Северный Кавказ Сергей Муратов. Он первым поздравил жителей с открытием такого важного объекта. Мы все время смотрим для того, чтобы наши люди чувствовали себя крепкими, сильными. Для этого строятся абсолютно новые здания, абсолютно новые сооружения. А флагманом всегда у нас являлась почта. Поэтому в добрый путь, чтобы наше новое отделение, оно и приятное, и красивое, и сюда будут приходить люди. Это не только лучшая связь, это рабочие места. Более 500 человек работают в системе. И сегодня мы говорили, что занимает первое место по этому подразделению Минпочта Ингушетии. Поэтому еще спасибо надо сказать и Почте России, и исполнительной власти республики за эту совместную связь, работу, чтобы наши пожилые люди, я смотрю, и пандус сделан хорошо, все для людей. Еще раз поздравления от главы республики и успеха в работе, в добрый путь.
Современный высокотехнологичный сервис обслуживания без долгого ожидания и с максимальным комфортом для клиента – это то, что предлагает Почта России. Теперь такой формат доступен для 4501 абонента. Это почтовые службы, в числе которых 244 пенсионера. Получить пенсию или оплатить коммунальные счета они могут в самых комфортных условиях. Тут уютно, прекрасно и работать, и люди, клиенты, которые проходят, будут себя чувствовать нормально. А то у нас вот это старое здание было очень ветхое, и на самом деле она стояла почти на проезжей части. И создавали аварийные ситуации вот по дороге, когда видимости никакой не было. Поэтому это большое дело для нас, для моих односельчан. У нас сегодня два праздника к Новому году. Первый – такую красивую здание Почта России нам подарили, построили. Второй – освободили территорию мечети. Почта полностью соответствует всем современным требованиям и задает совершенно новый стандарт качества оказания услуг. В отличие от старой, здесь даже дышится свободнее, признается Зарема Евлоева. В почтовой службе она всего 3 года. И все это время она провела в маленьком помещении, совсем непригодном для полноценного обслуживания. И только сейчас мы понимаем, действительно, в каких условиях мы работали тогда. Сейчас у нас все здесь удобно, уютно, все под рукой, обслуживать людей удобно, свободно здесь. Несомненно, для местных жителей, ежедневно пользующихся различными услугами почты, это также большой подарок. Михаил Булгучев, например, уже воспользовался услугами нового отделения. Оценить все достоинства обновления смогли и гости мероприятия. Им продемонстрировали все возможности почтового отделения, делающие обслуживание клиентов максимально удобным. Впрочем, похвастаться такими условиями могут и работники Газиюртовского ОПС. Здесь также перерезали красную нить, открывая новое отделение почты. Почта оснащена специализированным окном для оформления услуг, зоной самообслуживания для заполнения клиентами бланок, оформления посылок и просмотра содержимого корреспонденции. Стандарт качества, который, как отметил первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов, необходим для удобства как самих почтовых работников, так и абонентов. Их словом, здесь насчитывается свыше 3000 человек. Сейчас развитие отношений почтовых, именно посылок, сильно идет развитие и других направлений. Поэтому очень важно, чтобы почтовое отделение было самым современным, качественным, чтобы люди, которые приходят сюда, чувствовали этот уют, чтобы сотрудники, которые здесь работают, тоже для них были созданы все условия для работы. Да, Беркит и Бог. Работать мы настроены. Последние годы у нас очень активно развивается отделение почтовой связи в плане строительства из 54 отделений почтовой связи. Сегодня мы открываем 47-е отделение почтовой связи. Ну вот еще Алхастав еще. Алхастав сегодня открыли мое 46-е отделение, а это у нас сегодня 47-е отделение почтовой связи. И достраиваем еще в Степсовске 2 отделения еще почтовой связи. Таким образом мы планируем в 2020 году полностью завершить все работы, связанные со строительством отделения, новых отделений и реконструкцией старых отделений почтовой связи. То есть для коллектива будут самые соответствующие условия для труда. Благодаря современному оборудованию операторы почтовой связи могут предоставить клиентам полный перечень почтовых, коммерческих и финансовых услуг. Также на территории отделения открыто окно Почта Банк. Все выплаты, переводы электронные. Обслуживать все успеваем. Вовремя доставляем корреспонденцию, почту, пенсию. Пожалуй, больше всех новому зданию рад Алихан Исмаилов. Мужчина 25 лет проработал в прежней почте, которая раньше стояла на этом же месте. Он отлично помнит, в каких условиях им приходилось работать. Я все время ждал этого момента. Не было. Я в стесненных местах работал. Помещений не было. Вот так, самый приятный момент вот в этот момент. Здесь все почти ходят, все. У нас любимое место почта. Но сейчас нам еще построили в этом году Дом культуры, построили, строится школа на 720 мест.
планируется детсад, но у нас для нашего населения это большой подарок. Сегодня клиентов в новом отделении мало, а потому сотрудники управления могут спокойно отдыхать, а уже завтра с новыми силами почтовики приступят к своей работе. Шаргат Кулхоева, Джамалял Тамасханов, Новости 24. Миннацрегиона опубликовал результаты исследования «Этническая самоидентификация и внутри- и межконфессиональные отношения», проведенного в Ингушетии. В анкетировании приняли участие 500 человек. Проводилось исследование в рамках проекта «Медиатор», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Опрос выявил относительно высокую стабильность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. 65% опрошенных считают, что конфликтный потенциал в сфере межэтнических отношений в Ингушетии находится на нулевом уровне. Среднюю вероятность конфликтного потенциала признали 24,2% участников, а высокую – 4,8%. Видел, что очень низкий конфликтный уровень населения Республики Ингушетия. Это говорит о том, что действительно в нашей республике, которые испытали на себе люди, которые испытали на себе конфликты как социально-бытового характера, так и межнациональный конфликт и так далее, понимает, что конфликтная ситуация, настрой конфликтный ни к чему доброму не приводит. Поэтому есть такое понятие, как толерантность. Она присуща нам, большинству наших граждан присуща, хотя бы исходя из исторической реалии, из того, что мы хотим жить в мире и добрососедстве со всеми, кто рядом с нами и с нами живет. Человек науки, слова и дела. Ее характеру и силе воли могли позавидовать мужчины, а ум и блестящие знания придавали ей особую экстравагантность. Речь идет о первой женщине, ставшей доктором наук ЧССР. 31 декабря 90 лет исполняется со дня рождения Фирузы Аздоевой. Заслуженный деятель науки, обладатель ордена за заслуги и медали за трудовую доблесть. Памяти автора многих научных работ в НИИ имени Чаха Ахриева посвятили семинар. Урядная личность, человек с высоким чувством достоинства, мудрая, отлично знала и соблюдала в жизни ингушский этикет. Такой запомнилась она, Фируза Гиреевна Аздоева, человек, который внес огромный вклад в изучение ингушского языка. И сегодняшнюю встречу сотрудники научно-исследовательского института посвятили ее служению науке. В семинаре участвуют заслуженные научные деятели республики, ученики и студенты Фирузы Гиреевны, люди, которые знали ее лично и знакомы с ее трудами. О научном пути и пережитых жизненных сложностях Фирузы Аздоевой рассказывали разные люди. Тем не менее, ее биографию каждый раз слушают, как в первой. Интересными фактами и достижениями легендарной женщины делится в своем выступлении Аза Киева. В авторском докладе она постаралась не пропустить ни одну деталь ее жизни. В 1962 году она блестяще защитила диссертацию по филологии в системе чеченского и ингушского языков на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Аза Киева была ее аспиранткой. Ей тяжело осознавать отсутствие Фирузы Аздоевой в своей жизни. Ведь она вложила в нее большой багаж знаний, помогала и направляла. В ее памяти сохранились мудрые наставления преподавателя. Переданные учителям знания не остались безрезультатными. Сегодня Аза Киева является доктором филологических наук, заведующей отделом ингушского языка института. Будучи аспиранткой, она была моим научным консультантом. Мы вместе выбирали тему моей диссертационной работы. Тема моей работы называлась «Имя существительное в ингушском языке». Тема не была ранее исследована, и поэтому Фируза Гиреевна решила, что исследование этой темы внесет вклад в развитие ингушского языкознания. Фируза Аздоева родилась 31 декабря 1929 года в селе Базоркино. С детства была способной девочкой, хорошо училась, интересовалась науками. На 16-м году жизни ее судьбы коснулся февраль 1944-го. Она оказалась в числе депортированных. Несмотря на постигшее ее народ и семью тяготы, Фируза с отличием оканчивает школу в Киргизии и поступает в Киргизский государственный университет. Изучает английский, французский и немецкий языки. В 1954 году обладательница красного диплома предлагают остаться работать в родном вузе. А после возвращения на родину в 1965-м она продолжает преподавательскую деятельность и работает доцентом кафедры английского языка. На тот момент Фируза плохо владела ингушским языком. На это повлияла и ранняя потеря родителей во время депортации. Но хорошо помнила ингушские сказания, легенды, рассказанные ей матерью в детстве. При первой возможности она делает все, чтобы восполнить этот пробел и начинает углубленно изучать родное слово. В 1974
1996 году создает научную школу по исследованию ингушского языка, проводит всероссийские научные конференции, становится деканом филологического факультета ЧИГУ. В 1985 году Фируза Гиреевна становится первой женщиной-доктором наук в ЧССР. Она оставила богатое научное наследие. Ее ученики сегодня трудятся во благо вузов и школ республики. Фируза Гиреевна является ярким представителем той плеяды ингушской научной интеллигенции, зарождение и становление которой совпало с очень тяжелым периодом в истории ингушского народа, с периодом депортации. На мой взгляд, жизнь, деятельность, творчество Фирузы Гиреевны является воплощением, я думаю, что можно так сказать, целой эпохи истории ингушского народа. К 90-летию ингушского ученого-языковеда с докладом на тему «Научные труды Фирузы Аздоевой о пробелах служебных слов» выступает и старший научный сотрудник отдела ингушского языка Фатима Костоева. Заслуга Фирузы Гиреевны заключалась в том, что ею были разграничены все служебные части речи и представлена их подробная характеристика на ингушском языке. В начале 90-х годов Фируза Аздоева в Калифорнийском университете в Беркли совместно с лингвистами и кавказоведом Джоанной Николь занималась составлением англо-ингушского словаря. В 1988 году по линии ЮНЕСКО была удостоена диплома и премии академика Чикабавы. Также по приглашению работала в Калифорнийском университете США. Яркие достижения и нескончаемое служение народу настоящей патриотки стало гордостью для каждого жителя республики. Мы были достаточно близко знакомы. Она была в гостях у нас дома, дружила с моей супругой. И в моей памяти она осталась не только как выдающийся ученый, первая ингушская женщина, которая стала доктором наук, профессором, знаток, глубокий знаток ингушского языка, но она в моей памяти осталась и как замечательный педагог. Действительно помогала тем, кто нуждался в этой помощи и поддержке, самое главное. В ней был тот самый ингушский дух ингушской женщины. Заслуженного деятеля науки России не стало на 80-м году жизни. В честь нее названа улица в столице Ингушетии Магасе. Имя Фирузы Аздоевой также можно встретить в 3-м выпуске энциклопедии «Лучшие люди России». Диана Дударова, Асхаби Лакиев, Новости 24. 2019 подходит к концу, вместе с ним завершается и год театра. Но это не значит, что театральный занавес закрывается. Напротив, год театра вдохнул новую жизнь в развитие искусства и культуры страны в целом. В Ингушетии год театра проводили, как и подобает, торжественно. Церемония закрытия состоялась во Дворце культуры Назрани. Подробности расскажет наш корреспондент. Ряды актового зала Дома культуры только заполняются к началу мероприятия. Организаторы вновь перечитывают сценарий концертной программы. Год театра подходит к концу, и проводить его нужно с творческим размахом. Проходили форумы, семинары, мастер-классы проходили. И сегодня у нас идет в нашей республике закрытие года театра официально. И вот, как вы видите, у нас зрительный зал заполняется. Год театра оставил огромный культурно-просветительский след как на ингушской сцене, так и на всероссийских подмостках театра. Этнокультурный проект «Легенды Ингушетии», в основу которого легли народные предания и произведения ингушских классиков, не единственный среди крупных проектов театра. Первый международный фестиваль театров «Луаманце». Также множество премьерных спектаклей и гастролей не только по России, но и по ближнему зарубежью. Без сомнений задали импульс. Как принято говорить среди артистов, ритм для жизни площадки мастеров перевоплощения. Я считаю, каждый театр достоин представлять свои программы. Яркий свет плавно гаснет, одновременно настраивая зрителя насладиться в полной мере театральным искусством. К слову о зрителях, Магомед Тангиев, как юный поклонник театрального искусства, делится, чем ему запомнился год театра. В конце был очень интересный момент, когда девушка бросилась с моста. Там ранка была маленькая, он рассказывает очень интересно. Интересно, именно из момента, из конец. Драматического я усхожаю Ахмедом Льяновым, профессионал своего дела, если честно. Играет хорошо, режиссер отличный. Лучших награждают почетными грамотами за большой личный вклад в развитие театрального искусства от Министерства культуры и архивного дела Ингушетии.
Мастера теней и света, а также музыки расположились здесь в маленькой кабинке напротив сцены. На микшерном пульте звукорежиссер вместе с художником по свету создают для зрителя атмосферу столь волнующую, сколь позволяет воображение самого зрителя. Я освещаю все мероприятия, которые здесь проходят. Свет на сцене, да? Свет на сцене. С 2001 года я работаю в этом театре. Художником, да? Художником по свету, да, работаю с 2001 года. Год театра в России направлен на сохранение театральных традиций и достижения, а также популяризацию театра в целом. На вопрос, удалось ли это республике, смело ответит каждый, кто хоть чуть-чуть отслеживал жизнь культурной Ингушетии. Рагдат Кулукоева, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. Праздник тех, кто первым приходит на помощь в случае ЧС. В преддверии Дня спасателя, который отметят 27 декабря, сотрудники МЧС встретились с будущими спасателями. Поделились теоретическими знаниями со студентами пожарно-спасательного колледжа в Сунже, а также рассказали историю становления МЧС Ингушетии. Репортаж Микаила Тангиева. Туган Чапанов сегодня занимает пост первого заместителя начальника главного управления МЧС в Ингушетии. До того, как утвердиться на этой высокой и ответственной должности, он прошел длинный и тернистый путь, усеянный как трудностями, так и удачами. Рассказывая студентам свою служебную биографию, полковник МЧС вспоминает, времена были очень тяжелые, но вопреки всему, когда в 1997 году ему предложили вступить в систему МЧС, он не задумываясь согласился. На территории республики к этому моменту из спасательных формирований существовала только поисково-спасательная служба республики Ингушетия. Задавая вопрос, часто себе задавал, повторил ли я путь или нет. В принципе, я, например, не жалею ни об одном дне, который я провел в МЧС. Вырастая, многие из нас стремятся пойти по стопам своих родителей и выбрать ту же профессию, что и они. Уже во взрослой жизни кто-то придерживается этой цели, а кто-то нет. Мурат Кадзоев сегодня занимает должность заместителя главы города Малгобек, но по сей день он горд за своего отца Заурбека Кадзоева, стоявшего у истоков гражданской обороны в нашем регионе. Заурбек Алиханович покинул этот мир, но оставил после себя богатое наследие и опыт для будущих поколений спасателей. Отец всеми своими, значит, то, что у него были знания, навыки, которые он имел, он со всей душой, со всей, значит, принципиальностью, он делился с коллегами для того, чтобы как можно быстрее создать именно ту структуру, которая нужна в плане предупреждения и ликвидации ЧС. Мухарбек Батаев в прошлом занимал должность начальника пожарно-спасательной службы Ингушетии. Он хорошо помнит, как в свое время им приходилось работать без какого-либо снаряжения и техники, на одном чистом энтузиазме, ведь долг для спасателя всегда превыше всего. У вас есть возможность учиться, но у нас этой возможности не было. Мы занимались тогда, искали литературу туристическую. Несмотря на это, наши ребята, мы добились того, чтобы наши ребята обучали и в Москве, и в других местах. Даже находясь на обучении, наши спасатели посылали по бокам. Говорят, что не зная своего прошлого, мы не имеем будущего. Поэтому ребята в зале внимательно слушают старших. Каждый из них уже определился с выбором профессии. И благодаря рассказам ветеранов МЧС осознают значимость своего будущего призвания. Они дают нам мотивацию в первую очередь. Они очень мотивируют, и они очень важны для нас, как по мне так. Подчеркиваешь для себя то, что ты должен учиться. Ты не можешь так небрежно относиться к этому, потому что ты выбрал профессию, ты обязан пройти. Ты обязан учиться. Я понял, что профессия врача тоже необходимая, как и профессия МЧСников. Я понял, что в любой момент может случиться необратимо, и нужна будет помощь также МЧСников и также наших врачей. И надеюсь, мы с ним будем сотрудничать вместе в дальнейшем, и у нас все получится. Почетными грамотами и медалями сегодня отметили не только действующих МЧСников, но и ветеранов пожарно-спасательной службы.
День спасателя является праздником настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде. Чествовать специалистов по спасательным работам принято под конец года, а именно 27 декабря. В 2019 этот профессиональный праздник выпадает на пятницу. Это будет обычный рабочий день для МЧСников, так как подобные торжества официальными выходными не являются. К тому же самим спасателям обычно не до отдыха, ведь помощь людям может потребоваться в любой момент. Михаил Танги, Магомед Дидигов, Новости 24. Проблема отсутствия питьевой воды остается актуальной для жителей некоторых населенных пунктов Ингушетии. Однако есть сельские поселения, где со времен их основания водоснабжение отсутствовало в принципе. Село Аршты – одно из таких. Для местных жителей автономное водоснабжение до сих пор остается мечтой. Как решается жизненно важный вопрос? На месте побывал наш корреспондент. Село Аршты основано еще в 1865 году и населяют его около 2000 человек. Население с каждым годом сокращается, а все потому, что отсутствует самая необходимая коммунальная услуга – водоснабжение. Современный мир наращивает новые потребности среди людей, и связаны они с комфортностью их проживания, и главной потребностью является простая питьевая влага из-под крана. Большие проблемы мы испытываем с водой. Когда дождь идет, вода вообще грязная течет. Было бы очень хорошо, если провели новый водопровод. С самого рождения Салаудин Бихоев страдает из-за проблем с водой. Его понять несложно. Вода является биологической зависимостью человека. Для полноценной функциональности тела в среднем люди потребляют около 2 литров живительной влаги в день. Жить как-то нужно, и единственным источником воды для жителей становится закупка ее в соседних поселениях. И обходится это им недешево. Приходится ездить далеко, даже в Аранхи за водой. Но ее надолго не хватает, а покупать дорого. Машину полную меньше, чем за 5000 не найдешь. Вода, как известно, источник жизни, но в случае с жителями этого маленького села она давно стала источником выживания. Чтобы хоть как-то решить эту многолетнюю проблему, еще в 2016 году в Аршты провели монтаж водопроводных сетей протяженностью 8,5 километров. А на окраине села пробурили скважину, установили резервуар-накопитель, но вода так и не пошла. В Арштах пробурена скважина на глубину 300 метров. Там нашли воду, но она была некачественная. После проверки его оказалось, там жесткость не соответствует. И это, во-первых. Во-вторых, и дебета там мало было. И поэтому также этот вопрос оставался у нас актуальный. После обращения к главе республики было дано поручение решить проблему сельчан в короткий промежуток времени. Здесь же сразу вырыли каптажный колодец глубиной в 7 метров и вместимостью 10 кубов. Осталась проблема с подачей электроснабжения к подающим насосам. Было поручение главы выехать, посмотреть это место, оказать содействие, подвести линии электропередач к этим скважинам. Что мы, в принципе, сделали. Тут порядка 300 метров линии пришлось протянуть, установить трансформаторы мощностью 400 киловатт-ампер. Трансформатор установили, линию вот сейчас вот рабочие только что закончили. Было задействовано 6 рабочих и 2 единицы специализированной техники. Сейчас процесс работ подходит к завершению. В течение дня мы установили 2 опоры и сегодня должны потянуть линию по 0,4 киловатт. И когда будет уже закончено? Ну, уже процентов 90 работы уже выполнена. Сегодня в течение дня постараемся подать напряжение. По некоторым данным, вода будет поступать в трубы со скоростью 1,5 куба в час на первое время. Как заявляет глава администрации, этого должно быть достаточно. В будущем они планируют поставить бочки на территории Чемульги, откуда по мере необходимости будет подаваться вода в большом количестве. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Ей подражают, ею восхищаются. Строки из ее песен по сей день на устах у многих исполнителей, меломанов и ценителей ее творчества. Для многих поклонников Раиса Евлоева стала олицетворением настоящей горянки. Талантливая певица и искусный музыкант. Так отзываются о ней родные, коллеги и друзья. Памятный вечер «Мелодия длиною в жизнь», посвященный 74-летию со дня рождения заслуженной артистки России, прошел в Назрановском районном доме культуры. Тамара Хашагульгова расскажет.
Яркая, талантливая и самобытная. С самых первых шагов в искусстве она пропагандировала национальную идентичность ингушской культуры. Родившаяся в непростое послевоенное время, в 1945 году, Рая Евлоева обладала сильным характером и настоящей харизмой. По стечению обстоятельств из 8 детей, 5 мальчиков и 3 девочек, в семье остались только 2. Сама Рая и младшая Люба, для которой она во всем была примером для подражания. Она посвятила свою жизнь возрождению и развитию ингушской культуры, очень любила национальную гармонь. С ней в руках она исколесила вместе с ансамблем в войнах многие города и страны. И как никто другой, понимая, как мало в республике гармонисток, взрастила не одну их плеяду, которые и поныне продолжают ее дело. О ней трудно говорить в прошедшем времени и трудно вспоминать без слез, признается известный этнограф Зейнеп Царахова. Она дружила с Раей Евлоевой и была вхожа в ее дом. Несколько лет назад мы Раю видели последний раз на этой сцене. Через неделю дома мы собрались у себя в узком кругу с друзьями, хотя друзьями очень много. И в этот вечер она у нас дома играла последний раз, и это у нас записано. Она играла, и иногда клавиши переставали слушаться ее. И в этот момент ребята, ее друзья, Азбер Башир и Барахоев, Джамал, они подыгрывали сильнее, чтобы она не чувствовала того, что она не может играть. У Раи трагедия была и в глазах, что она иногда сбивает ритм. И она опять брала себя в руки и снова продолжала. Песни Раи Евлоевой – целая эпоха в жизни ингушей. Проникновенные мелодии, наполненные смыслом. Пожалуй, самая известная из них – «Мирзебезом». Если подрастающее поколение узнавало о Рае через ее песни и мелодии, то для многих современников она была как добрая мама и строгий наставник. Спасибо ей за то, что она привела любовь к танцу, дала понятие, что такое ингушский танец, что она учила нас слышать музыку, слушать музыку, любить музыку. Я ей благодарна по сегодняшний день. Этот человек был очень веселый, она любила шутить. Я помню, как она попросила у меня мой сборник и сказала: давай мне свои стихи, я над ними поиздеваюсь. Это значило то, что она хотела положить музыку на мои стихи. Раю Евлоеву уважали, ее любили, ею гордились и восхищались. Настоящий профессионал. О ней знали не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. За годы работы она создала целый ряд замечательных произведений, воспитала много песенных и танцевальных коллективов, среди которых ансамбли «Ингушетия» и «Магаз», которые и поныне радуют своим творчеством ценителей искусства, продолжая следовать заветам Раи Евлоевой. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Обратный отсчет до Нового года начался. До 2020-го ровно 1 неделя. Веселые новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, елка и сладкие подарки – все это уже скоро. А пока дети готовятся к празднику. Конкурс новогоднего оформления классов и коридоров проходит в школах региона. С учащимися в предпраздничную атмосферу окунулась и наш корреспондент Хава Гагиева. Самодельные снежинки, новогодний подарок, искусственный снег из ваты. Творческий подход и богатое воображение позволили Хадиже Богатыревой добиться желаемого результата. Девочка признается, что приложила немало усилий, чтобы смастерить свою подделку. Это красивый мост, мечты моей мамы. Это сани с подарками Деда Мороза. Это заснеженное дерево. Это красивый дом. И это красивая елка. Мне мама подсказала сделать сосульки, сделать украшения для елки. Аппликации и рисунки учащихся украшают кабинеты и коридоры школы. Любуются работами как дети, так и взрослые, переживающие за них больше всего. Конкурс ежегодный для учащихся начальной школы. Однако некоторых, ставших уже учениками среднего звена, не отпускает эта добрая традиция, и они продолжают приносить свои работы. Без объявления конкурса сами по себе дети начали приносить поделки, плакаты, аппликации.
В общем, дети сами объявили себе этот конкурс, получается. Ну и мы подхватили эту идею. Дети очень талантливые. Очень талантливые. И нам приятно, что наши гимназисты принимают такое активное участие. И вот огромная выставка. И каждая перемена, если вы заметили, дети здесь толпятся, это выставка их работ. И мы получаем огромное удовольствие. Проводится конкурс с целью создания праздничного настроения в канун Нового года и служит отличным поводом для сплочения классов, формирования в них интереса к творчеству и самореализации, одновременно поддерживая в них соревновательный дух. Детишкам нравится оформлять кабинет, так как это Новый год, это сказка для них, они еще маленькие, они, безусловно, ждут прекрасную сказку, волшебство. И мы все это вам покажем. Помимо выставки, расположенной в коридоре школы, здесь также проводится и конкурс на лучшее оформление класса, который оценивается по современным критериям. Мне очень понравился наш кабинет. Мы после уроков все подготавливали красивые рисунки, рисовали. Также у нас девушки очень красиво рисуют. Очень много плакатов в классе. Я участвовала и в индивидуальном, и когда мы вместе с классом делали. Например, я сделала поделку из бисера, я сделала аппликацию со снегирем. Кропотливая работа и бессонные ночи не останутся без внимания. Тут получить 2 балла – высшая похвала. Ведь именно по такой системе жюри оценивают работы. Основные критерии, на которые обращают внимание – это соответствие новогодней тематике, наличие символов Нового года и украшений, сделанных своими руками, и, конечно же, индивидуальность. Среди такого разнообразия почти невозможно выбрать победителя. Там же не только оформление кабинетов, каждый класс презентовал свой кабинет. То есть мы входили в класс, это стихотворение, это пожелания добрые. Это именно вот идея той композиции, которую представил класс. Впрочем, конкурсы на лучшее новогоднее оформление кабинетов проходят и в других школах республики. Заснеженные улицы, разноцветные гирлянды и запорошенные елочки со снеговиками. Настоящий зимний городок из подручных материалов. Учащиеся первой барсукинской школы подошли к конкурсу с большим энтузиазмом. Например, для них новогодним атрибутом являются санки Снежного Деда. Они верят, что в праздничную ночь на своих санях к ним приедет настоящий Дедушка Мороз. Каждый ученик старался, чтобы наш класс был красивым. Я думаю, что у нас будет первое место. Мы тут сделали много подделок. Наш городок, мы сделали это все вместе с учителем. Каждый ученик старался, чтобы класс был лучшим. Впрочем, участие тут не самое важное. Главное – получить удовольствие от процесса работы. А ближе к Новому году их всех ждет самое интересное. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.